Итак, встали, ребята. Здравствуйте. Здравствуйте! Сейчас у нас урок литературного чтения. И сегодня у нас необычный урок. У нас сегодня гости. Давайте поздоровайтесь с гостями. Здравствуйте! Повернулись сюда. Пожелайте друг другу удачи на уроке. Улыбнемся мы друг другу и удачи пожелаем. На урок чтения всем без исключения. Молодцы, ребята. Итак, садитесь. На гостей наших мы не обращаем внимания. Они пришли сегодня просто посмотреть, как мы умеем работать на уроке, как мы умеем учиться. А сейчас мы с вами разминуемся немножко. Речевая разминка. Вы должны прочитать вот эти предложения так, как записано в скобках, с такой интонацией. Например, первое предложение вы должны прочитать ласково. Давайте попробуем с вами. Кто сможет прочитать с нужной интонацией? Так, пожалуйста, Саида. Кисонька лапочка. Все вместе. Кисонька лапочка. Молодец, Саида. Следующее предложение. Попробуй, Музафар. Не хочу, не буду. Все вместе. Не хочу, не буду. Молодцы. Следующее предложение, пожалуйста, Луиза. Разрешите пройти. Все вместе. Разрешите пройти. Так, хорошо. Диана. Я сам хотел съесть мороженое. Все вместе. Я сам хотел съесть мороженое. Очень хорошо. Следующее предложение прочитает нам Самрат. Ура! Каникулы! Все вместе. Ура! Каникулы! Хорошо. Следующее предложение Джамия. Хорошо. Так, Камила. Как красиво! Как красиво! Так, хорошо. Здесь у нас осталось еще одно предложение. Так, пожалуйста, Амрин. Да, это я сделал! Все вместе. Да, это я сделал! Молодцы, ребята. Итак, мы разминулись с вами, а теперь у нас проверка домашнего задания. У вас на партах лежат карточки зеленого и красного цветов. Вы должны поднять зеленую карточку, если готовы к уроку. Если не готовы, вы поднимаете красную карточку. Но эти карточки нам понадобятся еще в течение всего урока. Это наши помощники. Вы должны поднять зеленые карточки, если вы готовы к ответу, вы согласны с каким-либо утверждением или же с ответом ваших одноклассников. Если вы не согласны, хотите дополнить чей-либо ответ, вы поднимаете красную карточку. Поняли вы? Да. Так, хорошо. А теперь, домашнее задание было у вас такое. Вы должны были по выбору подготовить желающие рассказы про деревья клен, липу, осину, дуб и березу, а желающие могли подготовить рисунки деревьев и сказки «Зимняя пирушка». Так, пожалуйста, поднимите карточки. Кто подготовил у нас рассказы про деревья? Так, хорошо, опустите. А кто подготовил нам рисунки? Хорошо, молодцы, ребята. Ваши рисунки мы заранее повесили на доске. Вот ваши рисунки. Все ребята, которые нарисовали, молодцы. Очень красивые рисунки у вас получились. А теперь давайте послушаем ваши рассказы. Песхалун, про какое дерево ты подготовил нам рассказ? Я подготовила рассказ про клен. Пожалуйста, иди к доске, расскажи нам. Клен легко отличить от других деревьев по большим узорным листьям с пятиострыми концами. Особенно клен красив осенью. Листочки клена окрашиваются в разные цвета: желтый, красный, оранжевый, багряный, золотистый. Весной из клена течет сок. Кленовый сок сладкий, содержит 2-3% сахара. В конце апреля клен начинает расти. Плоды клена похожи на маленькие пропеллеры. Так, очень хороший рассказ, хорошо описала это дерево. Садись, молодец, без голов. Так, Алина, ты тоже зеленую карточку подняла. Я подготовила рассказ про осину. Пожалуйста, расскажи нам. Даже в безветренную погоду в осиновом лесу можно услышать слабый шум шелестящих листьев.
Цветет осина ранней весной. Еще не успели распуститься листья, а осина покрывается длинными мохнатыми сережками. Осенью листья осины приобретают нарядную окраску разных оттенков, от нежно-желтых до ярко-багряных. Плоды у осины созревают осенью. Так, очень хороший рассказ, правильно же? Так, молодец, Алина. Так, Самира, ты про какое дерево Я скажешь? подготовила рассказ про липу. Так, иди, пожалуйста, к доске. Липостройное дерево. В лесу, если другие деревья не мешают, липа доживает до 400 лет. У липы мощный корень с множеством ответвлений, уходящих глубоко под землю. В отличие от многих деревьев, липа цветет летом. Цветочки у нее желтовато-белые. Липа лучший медонос. В липовом меде много полезных веществ. Очень хорошо, очень интересный рассказ подготовила Самира, молодец. Камила, Я приготовила рассказ про дуб. иди, пожалуйста, к доске, расскажи нам. Дуб растет медленно. Сначала сильнее в высоту, позднее в толщину. Мощные корни дуба уходят глубоко под землю. Ствол дуба большой и могучий. Дуб выше всех деревьев. Листья и цветки на дубах появляются одновременно в мае. Осенью листья на дубах опадают неохотно. Некоторые остаются висеть на ветвях, сухими почти всю зиму. Так, хорошо, полезный рассказ. Так, Джамет, ты про какое дерево расскажешь? Я подготовила рассказ про березу. Береза – одно из самых красивых распространенных деревьев в нашей стране. Сверху кора березы белая да тонкая, а снизу черная да корявая. Черные полоски на белой коре нужны для того, чтобы дерево могло через них дышать. Берегите эти прекрасные деревья. Так, молодец, Джамет, молодец. Да, деревья нужно беречь. А скажите, пожалуйста, вот много эти деревья, много всего деревьев, где встречается, в какой местности? Амина? Много деревьев встречается в лесу. Так, правильно. А скажите, а чего еще много в лесу, Мадина? Еще много в лесу животных. Хорошо. Какие же животные обитают в лесах? В лесу обитают животные волки, лисы, Лисы. Так. зайцы, Так, хорошо. медведи. Так, Самира хочет В дополнить. лесу встречаются дикие животные. Все они дикие, да, хорошо, в лесу встречаются дикие животные. Молодцы, ребята. Так, давайте перейдем к картинке. Кого мы видим на этой картинке? Алина? Мы там видим кошку. Хорошо. А скажите, пожалуйста, вот кошка относится к диким животным? Нет. Она к каким животным относится? Так, кто хочет ответить? Так, пожалуйста, Самра. Кошка относится к домашним животным. К домашним животным. Так, я вижу зеленые карточки. Согласны все, что к домашним животным относится? Так, хорошо. А скажите, пожалуйста, как вы думаете, где находится кошка на нашей картинке, Диана? Я думаю, что кошка находится в лесу. Так, тут красные карточки у нас. Так, Элина? Я думаю, что кошка находится в саду. В саду. Так, хорошо. Как вы думаете, потом мы узнаем, где она находится. Как вы думаете, почему вы поработали по этой картинке? Самира. Наверное, мы будем читать о кошке. Наверное. Но дальше нам будет видно. Так, хорошо. А сейчас у вас на партах лежат черновики. Я вас попрошу написать все, что вы знаете о кошках. Какие они бывают, что они любят, чего они не любят, какие у них повадки, какое отношение с человеком. Вы это должны записать всего за 1 минуту. Возьмите ваши черновики и приступайте.
Все, положили ручки. Время истекло. Так, у вас получились небольшие информации. Вы теперь должны в группах объединить вот эту информацию. У вас в каждой группе должна получиться одна общая информация о кошках. А группы мы делим по рядам. Первый ряд – это первая группа, второй ряд – вторая группа, и третий ряд – третья группа, только Амина перейдет у нас в третью группу. Первая группа, вы объединяетесь за второй партой, вы объединяетесь за третьей партой, и третий ряд объединяется за первой партой. Работа в группах должна проходить в полголоса. Вы выбираете одного человека, который будет записывать, а остальные по очереди будете диктовать ему вашу информацию. Поняли, как работать? На работу дается 2 минуты. Пожалуйста, приступайте. Так, первая группа закончила. Хорошо, вторая, третья. Так, хорошо, молодцы. Заняли свои места. Дайте, что у вас получилось. Хорошо. Давайте я посмотрю, какая группа включает всю информацию из 3 групп. Так, вот эта информация. Третья группа включает всю информацию. Давайте посмотрим, что они написали. Так, давайте посмотрим. Кошки у нас бывают белыми, им хочется играть с клубочком, бантиком, в прятки еще любят играть. Кошки любят есть рыбу, мясо, они могут открывать двери, даже дверь холодильника. Кошки любят смотреть телевизор, особенно когда показывают животных. Люди их кормят, любят и ласкают. Все согласны, да, с этими утверждениями? Так, хорошо, молодцы, ребята. А сейчас давайте с вами мы попробуем отгадать фамилию писателя, чей рассказ мы сегодня с вами прочитаем. Так, у нас здесь ребус, и здесь зашифрована фамилия этого писателя. Кто отгадает у нас ребус? Так, Камила. Евгений Иванович Чарушин. Значит, речь пойдет о каком писателе здесь? Евгений Иванович Чарушин. Чарушин. Так, хорошо. Мы сегодня прочитаем рассказ Евгения Ивановича Чарушина. Об этом писателе нам должны были подготовить рассказ Самрат, Элина и Луиза. Пожалуйста, выходите к доске, послушаем вас. Евгений Иванович Чарушин родился в городе Вятки, ныне Киров. 11 ноября 1901 года в семье известного художника, архитектора. Отец его много путешествовал и часто брал с собой сынишку. Первые уроки наблюдательности были получены в этих путешествиях по лесному краю. Отец дал мальчику первые навыки рисования. Мать, Любовь Александровна, привела сына в вкус к музыке, научила его понимать природу. Мальчик очень любил животных. В доме у Чарушиных водились кошки, собаки, кролики, козлики. На день рождения отец сыну дарил книги о природе. Эти книги Женя читал за поем. Он воображал себя великим путешественником, ученым и бесстрашным предводителем индейцев, а потом брал карандаш или кисть и рисовал джунгли, охоту, индейцев на лошадях. Особенно хорошо Женя рисовал зверей и птиц, о которых почитал в книгах и каких видел жизни. К Чарушину известно пришла как художнику-иллюстратору. Он иллюстрировал книги Пришвина, Бианки, Маршака, Горького. Позже он стал писать рассказы о животных и их повадках. Так, молодцы, ребята! Очень хороший рассказ подготовили об этом писателе. Скажите, пожалуйста, кто из вас знает, кто такой анималист?
Вот никто не знает. Анималист, ребята, это человек, который любит рисовать животных и рисует животных. И вот наш писатель Евгений Иванович Чарушин тоже рисовал животных, даже иллюстрировал свои книжки, свои рассказы. Он являлся анималистом. Итак, сегодня на уроке чему мы должны с вами научиться? Как вы думаете? Так, пожалуйста, кому? Выразительно читать. Полный дай, пожалуйста. Мы сегодня должны научиться на уроке выразительно читать. Так, хорошо. Все согласны? Есть? Что добавить? Так, Бескалун, как ты думаешь? Анализировать новые произведения. Еще должны научиться Еще должны учиться анализировать новое произведение. Хорошо. Откройте ваши книги. Страницу 101 открываем. Открываем 101 страницу. Там у нас рассказ. Давайте прочитаем заглавие рассказа. Все открыли учебники? Да, подождите, Сарина еще не открыла. Так, хорошо. Так, прочитай, пожалуйста, Алина, как называется рассказ? Кошка Маруська. Так, кошка Маруська. Отгадали, что рассказ будет про кошку? Да. Как зовут кошку, Самрат? Кошку зовут Маруська. Хорошо, а теперь откройте 103 страницу. Посмотрите, там тоже есть иллюстрация к рассказу. Кого мы там видим, Мадина? Мы там видим кошку. Хорошо. Что делает кошка, Музафар? Кошка пьет молоко. Хорошо. Как вы думаете, где находится кошка, Элина? Кошка находится дома. Дома. А теперь скажите, я вот не поняла. В начале рассказа кошка находится в лесу, вы утверждали, правильно? А теперь она находится дома. Как можно это сформулировать? Как можно это понять? Самира? Я думаю, что кошка пошла в сад, залезла на дерево и потом пошла домой. Так, хорошо. Потом пошла домой. Так, красный карточек. Камила? Наверное, какой-то дядя увидел кошку и забрал к себе домой. Ну, может быть и такое, да? Прочитав наш рассказ, мы с вами выясним, что же там на самом деле произошло. Но немножко сейчас мы отдохнем, как я вижу, вы устали. Давайте с вами разминуемся. Встали, все вышли из-за пар. Повторяем за этими ребятами. Начинаем их вращать, прочь усталость, лень и скука, будем мышцы разминать. Раз, два, три, четыре, пять. Спину разминаем. Раз, два, три, четыре, пять. Ноги не сгибаем. Раз присели, два привстали, сели, встали, сели, стали. Мы бодрее гораздо стали, а потом, как будто мяч, мы пустились дружно вскачь. Раз, два, три, четыре, вот здоровья, в чем секрет? Всем друзьям физкульт привет. Раз, два, вот и кончилось. Молодцы, ребята, отдохнули? Да. Давайте вернемся к нашему уроку. Сейчас мы с вами прочитаем рассказ «Кошка Маруська», но во время чтения вы должны думать над вопросом, какой урок преподнесла кошка хозяину. После чтения мы разберем с вами этот вопрос. Готовы читать? Да. Поставьте ваши пальчики. Кошка Маруська. У деревенского охотника Никиты Ивановича Пистанчикова жила пестрая кошка Маруська. Плешивая кошка, худая, тощая, потому что Никита Иванович ее очень плохо кормил. Так скажите, пожалуйста, в этом отрывке есть слово «плешивая». Как вы понимаете это слово? Так. Пожалуйста, Луиза, как ты понимаешь это слово? Плешивая означает, что худая. Худая.
Согласны у нас, да, ребята? А у нас есть палочка-выручалочка, по которому мы узнаем с вами значение новых слов. Как называется эта палочка-выручалочка, Тамила? Палочка-выручалочка называется словарь. Слова. Давайте посмотрим по словарю, что означает это слово. Итак, вот у нас слово «плешивый». Вот, означает с плесенью, облысевший на нашем родном языке чарферихонва. Всем понятно? Да. Очень хорошо. А скажите, пожалуйста, у кого жила кошка Маруська? Жанна. У Никиты Ивановича Пистанчукова. Полный ответ дай, пожалуйста. Кошка Маруська жила у Никиты Ивановича Пистанчукова. Так, хорошо, садись. Скажите, пожалуйста, а почему наша кошка была такая худая, плешивая? Амрит. Потому что Никита Иванович его плохо кормил. Ее. Плохо кормил. Так, хорошо, садись. Скажите, пожалуйста, а что сделает кошка дальше? Как вы думаете, Диана? Я думаю, что кошка уйдет из дома. Из дома. Так, хорошо. Так, Элина по-другому думает. Я думаю, что кошка залезет на дерево и пойдет домой. Сначала залезет на дерево, потом пойдет домой. Так, Луиза. Я думаю, что кошка умрет. Ты думаешь, что умрет? Ну, может быть и такое. Давайте посмотрим, что будет дальше. Так, пальчики ваши на месте? Да. Хорошо. Весной кошка Маруська с голоду стала ходить в лес на охоту. Потихоньку, крадучись, чтобы деревенские собаки ее не видели, уйдет она из деревни и охотится в лесу. То мышку поймает, то изловит какую-нибудь птицу. Пошла она так однажды охотиться, да и осталась совсем жить в лесу. Скажите, почему кошка Маруська стала ходить в лес? Камила. Чтобы добывать мышей и ловить птиц. Так, чтобы добывать мышей и ловить птиц. Так, согласны все? Так, скажите, пожалуйста, где она осталась насовсем теперь жить? Алина. Она осталась жить в лесу. Хорошо. Вот подумайте и скажите, какая она станет в лесу? Кошка Маруська станет толстой. Толстой. Все согласны? Да. Так, Луиза красную карточку подняла. Я думаю, что кошка станет худой. Ты думаешь, что еще? Да? Тощая она станет. Так, хорошо, садись. Давайте посмотрим. Откройте следующую страничку. Продолжаем наше чтение. Пальчики на месте? Да. Так. Скоро кошка Маруська потолстела, похорошела, гладкой стала. Ходит по лесу, как разбойник, гнезда разоряет. Живет в свое удовольствие. Отгадали вы? Да. Ну, почти все отгадали. Что? Толстая стала кошка. А теперь ответьте на вопрос. А что же у нас Никита Иванович? Он как повел себя после того, как исчезла кошка? Как вы думаете, Бесхова? Я думаю, что Никита Иванович плачет. Плачет, да, Алина, по-другому. Я думаю, что Никита Иванович ищет свою кошку. Так, хорошо, Саида. А я думаю, что Никита Иванович забыл о своей кошке. Так, хорошо, давайте посмотрим. Так, давайте будем читать. А хозяин ее, Никита Иванович Пистанчуков, о ней совсем и забыл. Отгадали? Да! А давайте посмотрим, что же произойдет с кошкой дальше. Мадина, начинай читать, все следим. Но вот пришла осень. Птицы из лесу летели, только мыши остались на добыче кошки Маруськи. Потом и настоящая зима настала. Так, хватит. Пожалуйста, продолжай, Камила. Мыши стали жить под снегом. Редко-редко, когда выбегут. Прибегут поверху. Редко, когда немного и опять уйдут в свои подснежные ходы-переходы. Ходы, переходы. Ходы, переходы. Так, дальше Самрат продолжает.
Плохо тут пришлось Маруське. И холодно, и голодно. Как прокормиться? Стала устраивать засаду. Так, хорошо, хватит. Читай, Лиза. Залезет на дерево и лежит на суку. Ждет, не пробежит ли по дереву мышка или заяц. А если пробежит, Маруська тогда сверху и кинется. Так, хорошо, хватит. Алина. Недобычливая такая охота. Отощала кошка, похудела, стала злющей-презлющей, как дикий зверь. Так, хорошо, молодцы, ребята, хорошо прочитали. Так, этот отрывок. Скажите, пожалуйста, скажите, как стала питаться Маруська осенью и зимой? Так, Музафар. Кошка Маруська стала питаться плохо. Хорошо, а почему она стала питаться плохо? Тамерлан. Потому что мы, птицы, улетели, добычи мало осталось. Так, добычи осталось мало, хорошо. Самира хочет дополнить. Потому что еды было мало. Еды было, осталось, да, скажем так. Осталось мало, хорошо. Все согласны с этими утверждениями. Скажите, пожалуйста, опять какая стала Маруська зимой? Какая она стала зимой, Элина? Кошка Маруська стала худая. Опять стала худая. худая, тощая, да? Хорошо, давайте посмотрим, что же произойдет дальше. Продолжаем чтение. Амрит. Однажды Никита Иванович собрался на охоту, надел зайчью шапку-ушанку, учили полушубок, взял ружье, взял мешок для добычи и пошел на лыжах в лес. Так, хорошо, хватит, читай, Элина. Идет он по лесу и рано звериные следы разбирает. Вот заяц прыгал на следе, вот лиса прошла, Не спеши. а вот белка от дерева к дереву по снежку проскакала. Так, хорошо, молодцы. Скажите, пожалуйста, вот у нас слова шапка-ушанка. Как вы понимаете это слово? Саида. Наверное, это шапка с ушами. Так, все согласны или есть дополнение? Так, согласны, да? Шапка с ушами. Ну, я тоже, наверное, с вами соглашусь. А скажите, пожалуйста, что такое овчинный полушубок? Как вы понимаете вот это сочетание? Так, Камила? Короткая шуба. Я думаю, что это короткая шуба. Короткая шуба. А что нам поможет узнать точное значение этого слова? Что нам поможет? Слова. Слова. Давайте посмотрим по словарю. Вот у нас открыт словарь. Так, полушубок. Это короткая до колен овчинная шуба. Отгадали, что короткая шуба? Да. Но она овчинная. Почему она овчинная? Из чего она сделана? Кто знает? Без холод. Из овцы. Овцы, то есть, скажем так, что из овчины овечьей шерсти. Из овечьей шерсти, хорошо. Скажите, пожалуйста, как оделся наш Никита Иванович, собравшись на охоту? Музафар. Никита Иванович Пестычаков был похож на зайца. На зайца был похож, хорошо. А чьи следы он увидел в лесу? Он увидел следы белки, зайца Так. и лисы. И лисы. Так, согласны все? Хорошо. Скажите, пожалуйста, что же произойдет дальше в нашем рассказе? Как вы думаете, Алина? Я думаю, что хозяин ее увидит свою кошку и заберет домой. Хозяин, так, хорошо. Так, все согласны? Все согласны? Так, Саида? Я думаю, что хозяин случайно выстрелит свою кошку. Так, хорошо. Так, наш хозяин стал похож на зайца. Что же произойдет? Еще есть у вас мнение? Давайте посмотрим, что будет дальше. Так, камера, пожалуйста. Светим все пальчики. Проходит от мимо высокой толстой ели. И вдруг как сватится ему прямо на голову какой-то зверь, когтями его зайчью шапку ревет, шипит, ворчит. Никита хватит зверя обеими руками. Так вместе с шапкой снял с головы.
Так, хватит. Джамия, дальше читай. Так, Джамия, мы не следим. Не следим, Самира. Хотел бросить зверя на землю. Глядит, да это его пестрая кошка Маруська. Тощая, притощая, одна кожа до кости. Так, хватит, Диана. Эх ты, засмеялся Никита Иванович. Горе-охотник, заячью шапку зайцев спутала. Так, хорошо, хорошо. Так, Алина. Пожалел на нее, принес домой. И с тех пор стал ходить как следует. Так, хорошо. В этом отрывке тоже есть у нас слова «на земь». Как вы понимаете это слово, Луиза? Я думаю, что это на всю зиму. На всю зиму. Так, Камила. Я думаю, это вниз на землю. Вниз на землю. Давайте посмотрим по словарю. Так, на земь. Вот оно, это слово. Вниз, на землю. Камила отгадала, да, что это слово означает? Вниз на землю. Запомните значение этого слова. Так, здесь у нас есть еще одно выражение интересное. Кожа до кости. Скажите, пожалуйста, как вы понимаете вот это значение этого выражения, кожа до кости? Самрат. Я думаю, что это кожа и кость. Кожа и кость, про кожу и кости идет речь. Так, Саида? Я думаю, что это кто чересчур худой. Кто чересчур худой. Давайте посмотрим, что означает это выражение. Кожа до кости говорится о том, кто чересчур худой, изможденный, тощий. Запомните, а теперь скажите, что же это за выражение? Мы с вами знакомы с такими выражениями. Что это за выражение? Как оно называется, Лиза? Это выражение называется фразеологизм. Очень хорошо, молодец. Это выражение называется фразеологизм. Видите, писатель использует в своем рассказе даже такие выражения. Так, хорошо. Давайте немножко после чтения с вами отдохнем. Встали. Руки перед собой. Смотрим на кончики пальчиков. Наверх руки. Медленно, медленно поднимаем. Смотрим на кончики пальчиков. Так, теперь опускаем опять медленно. Смотрим на кончики пальчиков. Смотрим. Глазки наши отдыхают. Так, теперь опускаем вниз руки. Так, смотрим на кончики пальчиков. Опять возвращаем руки вперед. Так, смотрим на кончики пальчиков. Теперь поворачиваем влево. Смотрим на кончики пальчиков. Так, теперь опять возвращаемся в исходное положение. Теперь мы поворачиваемся вправо. Смотрим на кончики пальчиков. Возвращаемся медленно-медленно. Опустили ваши руки и садимся. Так, хорошо. А теперь давайте попробуем ответить на наш вопрос, который мы ставили до чтения, на который вы должны были думать во время чтения. Какой урок преподнесла кошка Маруська своему хозяину? Смогли? Можем ответить на этот вопрос? Да. Так, давайте, ручки. Ручки. Самрат. Урок охотнику мы в ответе за тех, кого проучили. Ты думаешь, что кошка дала урок, мы в ответе за тех, кого приручили? Так, красные карточки у нас. Луиза, пожалуйста, садись. Кошка дала урок хозяину, она дала понять хозяину, что надо ухаживать за своими питомцами. Так, согласна, да, зеленые карточки у всех. Молодцы, правильно. И то, что ты сказал, Самрат, и то, что сказала Луиза, это правильно. И все мы согласимся с этими утверждениями. Так, а теперь я вас попрошу найти в тексте два отрывка, где описание кошки, какая она была в лесу, когда жила весной, и какой она стала зимой. Так, давайте найдите мне отрывок, какая стала кошка в лесу весной. Так, уже нашли, да? Саида, прочитай, пожалуйста, этот отрывок. Потолстела
похудела. Так, отрывок читаем. Целый отрывок. Так, Мадина. Скоро кошка Маруська потолстела, похорошела, гладкой стала. Так, хорошо. Согласимся, да? Хорошо. А теперь второй отрывок. Какой она стала у нас зимой. Читай, Алина. Отощала кошка, похудела, стала злющая-презлющей, как дикий зверь. Так, хорошо. Видите, как изменилась наша кошка? А теперь скажите, с помощью какого художественного средства нам наш рассказчик показывает, как резко изменилась внешность кошки? Как она изменилась? Так, пожалуйста, Самрат. С помощью средства антоним. С помощью Антоним. антонимов. С помощью антонимов. Хорошо, а найдите мне эти антонимы. Так, кто найдет мне антоним? Без холу. Потолстела, похудела. Потолстело слово и слово похудела. Вот, я уже подчеркнула вам, потолстела и похудела. Так, хотят дополнить. Так, пожалуйста, Амина. Отощала. Отощал. Еще слово потолстел, как антоним, можно сказать, и отощала тоже является антонимом. Хорошо. Так, а что мы можем сказать о словах похудела и отощала? Что мы можем об этих словах сказать? Так, Самрат. Это синонимы. Это уже синонимы. Синонимы. Правильно, молодец. Это у нас синоним. А теперь давайте с вами поработаем немножко в группах. Видите, на доске у нас ромашка. Группы у нас распределяются так же, как и в первый раз. Только вы будете выбирать командиров среди вас. Как работать в группе, вы знаете, в полголоса, не мешая друг другу, выслушивая друг друга, не перебивая. Помним правила? Так, теперь перейдем к заданию. Вот у вас ромашка, на лепесточках у нас вопросы, на которые вы должны ответить. По 2 вопроса каждой группе. Давайте выберем с вами вопросы. Пожалуйста, Музафар. Так, что за вопрос? Почему? Почему? Вот он. Почему автор решил написать этот рассказ? Это для вашей группы. Так, пожалуйста, Джамия. Так, хорошо. Придумай. Так, придумай свою концовку рассказа. Вы должны придумать эту концовку. Так, третье. Пожалуйста, Амрит. Листочек, да? Так. Предложи. Итак, вы должны предложить свое название рассказа. Вы должны придумать заглавие. Так, еще один вопрос. Саида, выбирай. Так. Назови. Вы должны назвать пословицы, которые можно отнести к этому рассказу. Поняли задание? Так, Элина, иди. Дай оценку. Ваша группа должна дать оценку отношению охотника к кошке. Поняли? Так, и последний лепесточек. Иди, Луиза. Так, что за вопрос? Поделись. Последний вопрос. Вы должны поделиться сведением внешности кошки, когда она жила в лесу, с помощью иллюстраций. То есть вы должны нарисовать рисунок кошки. Понятно? Так, на работу дается 2 минуты. Итак, объединяемся в группы, как в прошлый раз. Поднимите руки, командиры команд. Так, Мадина, Бесхолм и Луиза. Хорошо. Давайте начнем с первой группы. Мадина, пожалуйста. На первый вопрос, почему автор решил этот рассказ, отвечает Саида. Почему автор решил написать этот рассказ? Так, хорошо. Саида, слушаем тебя.
Евгений Иванович написал этот рассказ, чтобы показать нам, что мы должны ухаживать за своими питомцами и что мы в ответе за них. Так, вы согласны, группы? Вы согласны? Да. Так, хорошо, внимательно слушайте ответы ваших друзей. Так, хорошо, на второй вопрос. На второй вопрос назови пословицу отвечает Музафар, Камила, Тамерлан. Так, хорошо, давай начнем, Музафар, с тебя. Взялся за гуш, не говорит, что не дюж. Не что, а что. Взялся за гуш, не говорит, что не дюж. Так, хорошо, молодец. Ну, можно согласиться с Музафаром, да? Так, хорошо, Камила. В ком есть стыд, в том есть и совесть. Так, хорошо. Согласны с этой пословицей тоже вы, да? Так, хорошо, да. Совесть у нашего охотника проснулась, и он принес кошку домой. Можно относить эту пословицу к рассказу. Пожалуйста, Таня. Всякий человек на деле познается. Так, группы. Так, хорошо, согласны. Хорошо, молодцы, первая группа, молодцы. Так, теперь вторая группа, пожалуйста, Пескова. На первый вопрос предложи свое название рассказа, будет отвечать Самрат. Пожалуйста, Самрат. В школе двум мальчикам дали задание отгадать следы животных на снегу. Они пошли в лес. Там они увидели кошку Маруську. Им стало жарко ее и забрали себе домой. Так, хорошо, хорошая концовка тоже. На Так, второй вопрос дай оценку отношению охотника к кошке, будет отвечать Самира. так, пожалуйста. В начале рассказа охотник плохо относился к кошке, но после встречи в лесу он понял свою ошибку и исправил. Он принес кошку домой и с тех пор ухаживал за ней. Так, хорошо, значит, какую оценку можно дать хозяину? Хорошую или плохую? Хорошую. Хорошую оценку, хорошо, молодцы, вторая группа. Теперь, пожалуйста, третья группа, Луиза. На первый вопрос предложи свое название рассказа, у нас отвечает Алина. Ага, пожалуйста, Алина. Мы бы назвали рассказ «Урок охотнику». Урок охотнику. Так, хорошо, урок охотнику можно назвать, да? Так, есть у вас ваши предположения у других групп? Так, ты бы как назвал? Бедная кошка. Бедная кошка. Ну, наверное, можно, да, так тоже можно назвать. Молодцы, ребята. Так, Луиза. На второй вопрос поделись сведение внешности кошки, когда она жила Вот, в да, лесу. да. Мы Вот этот нарисовали- рисунок, давайте посмотрим. Мы нарисовали рисунок толстой и жирной, потому что весной она была такая. Вот она, толстая и жирная. Все согласны? Да. Она такая была. Да, рыжая, еще толстая. Так, хорошо, молодцы, ребята. Молодцы, давайте повесим эту кошку сюда. Так, а теперь давайте вернемся к началу нашего урока. Мы с вами записали информацию о кошке, да? Что мы знаем о кошках? Записали? А теперь скажите, что же нового узнали об этих животных? Нового. Что узнали? Так, Диана? Я узнала, что надо заботиться о своих питомцах. Так, хорошо, Самира? Я узнала, что кошки могут ловить зайцев. Так, хорошо. Так, Саида? Я узнала, что кошки умеют жить в лесу, но им там плохо. Да, очень плохо, да, конечно, это же домашние животные. Молодцы, ребята, вот сколько нового мы узнали о кошках. А теперь скажите мне, пожалуйста, скажите, вот мы прочитали с вами этот рассказ, какой вывод вы для себя сделали после чтения этого рассказа? Чему вы научились? Так, Самрат? Я сделала вывод, что за питомцами надо ухаживать. Так, хорошо, хорошо. Есть дополнение, Джания? После урока мне захотелось прочитать этот рассказ. Еще раз. Так, хорошо, Самира? Сегодня я сумела выразительно прочитать рассказ. Так, хорошо, садитесь. Так, это такой вывод, да, вы научились, что надо ухаживать за своими питомцами. А у кого есть дома животные домашние? У
У кого есть домашние животные дома? Так, поднимите зеленые карточки. У кого есть дома домашние животные? Так, у всех есть, только у Алины нету, да? Так, хорошо, опустили ваши карточки. Вы за ними ухаживаете? Да. Вы их кормите? Да. Ласкаете? Да. Ну, надеюсь, что это на самом деле так. А теперь давайте с вами попробуем дополнить вот данное предложение. Вместо точек вы вставляете ваше продолжение данного предложения. Так, Мадина, по выбору. Я узнала сегодня, что... Сегодня. Сегодня что-то слово анималист. Так, хорошо. Новое слово узнала Мадина. Так, Диана. На этом уроке я похвалила бы себя за хорошее чтение. Так, хорошо. Я бы тоже вас похвалила за хорошее чтение, Тамерлан. Сегодня я сумела выразительно читать рассказ. Так, хорошо. Джамир. На сегодняшнем уроке на сегодняшнем уроке я узнала, что надо заботиться о своих питомцах. О своих питомцах. Так, хорошо. Молодцы, ребята, Самира. И мы в ответе за них. И ты поняла? Что мы в ответе за них. Так, хорошо. Так, молодцы, ребята. Все участвовали сегодня активно, все отвечали у нас грамотно. Хорошие у нас были сообщения про деревья, про нашего писателя. И много чего нового мы сегодня узнали на уроке. Правильно же? Молодцы. Семья сегодня довольна. Хорошие, отличные даже отметки я вам поставлю. Так, а теперь давайте оценим вашу работу на уроке. Каждый оценивает свою работу. Если вы очень довольны своей работой, вы поднимаете ваши руки над головой. Если вы могли бы лучше поработать сегодня, вы раскрываете ваши руки. А если вы недовольны вашей работой, вы просто сидите, руки на парте. Так, пожалуйста, оцените вашу работу. Так, многие у нас довольные. Некоторые могли бы поработать лучше, а недовольных у нас в классе нету. Так, хорошо, опустили ваши руки. Ребята, этот год является годом экологии. И вот в этом году мы с вами должны еще больше ухаживать за природой, за растениями, за животными, не обижать их ни в коем случае. И вот про себя сейчас вы осознанно, внимательно прочитайте то, что нам сказал Евгений Иванович Чарушин о природе. Внимательно прочитайте про себя. Так, все прочитали, да? Да. Будете соблюдать эти правила? Да. Будете. Так, молодцы, ребята. А теперь домашнее задание. Вы должны прочитать этот рассказ, а по выбору, кто хочет, подготовить должны вопросы, 2-3 вопроса к тексту, а кто желает подготовить рассказ на тему «Мы в ответе за тех, кого приручили». Есть у вас вопросы к домашнему заданию? Нет. Нет вопросов. Итак, молодцы, ребята. Наш урок закончен. До свидания.